В бывших советских республиках Средней Азии и странах третьего мира за высшую должность в стране принято цепляться до последнего. Нынешний лидер Алжира Бутефлика пытался в этом году баллотироваться в президенты на 5-й срок, пребывая практически на смертном одре. Когда в 2017 году лидер Зимбабве Роберт Мугабе был свергнут в результате военного переворота. Ему было 93 года, но он по-прежнему хотел остаться у власти. Но Нурсултан Назарбаев никогда не был типичным лидером постсоветского государства или страны третьего мира. Теперь уже экс-президент Казахстана – это настоящий политический самородок, очень гордый человек с глубоким чувством своей исторической миссии. Репутацию политического гиганта и гения прагматизма Назарбаев подтвердил и, уйдя в отставку, покинув пост президента, он все равно остался высшим лидером страны, казахстанским эквивалентом великого верховного лидера Китая Дэн Сяопина. Некоторые мои информированные знакомые из числа высшей казахстанской политической элиты призывали меня не торопиться с выводами. По мнению одного из таких людей, уход Назарбаева с должности президента пока не может считаться окончательным. Например, события могут развиваться так: после заявления Нурсултана Абишевича в стране поднимется волна негодования, и, уступая настойчивым и многочисленным просьбам граждан, Назарбаев все-таки примет решение баллотироваться в президенты на новый срок. Что ж, в казахстанской политике возможно все, но самым логичным объяснением решения лидера Казахстана я все-таки считаю другой вариант, о котором сам Назарбаев объявил в своем обращении к народу. В далеком 1995 году я в составе группы журналистов сопровождал президента Казахстана на саммит лидеров тюркоязычных государств в столице Киргизии Бишкеке. В ходе долгой автобусной поездки из тогдашней столицы Казахстана Алма-Аты в Бишкек я познакомился с тогдашним личным фотографом Назарбаева. Этот заслуженный человек давно умер, поэтому я считаю себя вправе поделиться историей, которую он мне рассказал. В ходе официального визита Назарбаева в одну из соседних среднеазиатских столиц мой собеседник сделал парный снимок шефа с его радушным хозяином. Два президента стоят рядом в одинаковых позах и в одинаковых меховых шапках, ожидая от начальника похвалы за удачное композиционное решение. Личный фотограф президента Казахстана вместо этого получил от него выговор: «Зачем ты сфотографировал меня с этим чудаком?» В оригинале Назарбаев использовал более крепкое выражение. Нурсултан Абишев отреагировал так не в силу личной неприязни к своему коллеге-президенту. Причина была более глубокой. Тот бывший первый секретарь местного ЦК быстро организовал в своей стране гротескный культ собственной личности. Не желая в силу понятных причин критиковать своего коллегу публично, Назарбаев в то же самое время категорически не хотел становиться с ним в один ряд. Это чувство политического реализма, помноженное на чувство собственного достоинства, осталось с Нурсултаном Абишевичем до самого конца его пребывания на должности президента. Назарбаев безжалостно выгонял на почтенную пенсию даже своих самых близких коллег, когда они достигали пенсионного возраста. С собой казахстанский лидер поступил не менее строго, но при этом вполне прагматично. Отказавшись становиться казахстанским Бережневым, Назарбаев вместо этого сделал заявку на роль казахстанского Дэн Сяопина. Оперативное управление страной теперь передано другим, в первую очередь новому исполняющему обязанности президента, профессиональному дипломату, очень мягкому и интеллигентному человеку Касым-Жомарту Токаеву. Но бразды верховного правления все равно остаются у Назарбаева, который остается обладателем статуса Елбасы, лидера нации, первого президента республики, председателя Совета Безопасности и лидера правящей партии. Назарбаев ушел, но при этом остался. Так, по крайней мере, выглядит ситуация на данный момент.